Следующим вопросом, который мы с вами разберем, мы поговорили про общие рамки, поговорили про стратегии, но сейчас мы будем говорить о нормативно-правовых актах, о том, что, собственно, предписано, да, что должно быть. Я начну с того, что расскажу, что сегодня сделано в рамках проекта по этому вопросу. У нас была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители, где-то, наверное, 15 министерств и ведомств различных уровней и так далее. И для чего? Для того, чтобы создать стандарт безопасности образовательной среды. То есть межведомственная рабочая группа была создана приказом Министерства образования, и туда вошли и Минздрав, и Госэкотехинспекция, Государственная инспекция по ветеринарно-фитосанитарной, МЧС, Госагентство охраны окружающей среды, Минсоцтруда и так далее, и так далее. Минюст обязательно, конечно же, да. И вот все эти органы, они точно так же принимали участие в том, чтобы показывали, где межсекторальные есть сложности и проблемы, да, потому что Володя начал говорить об этом, и Лариса Юрьевна частично затронула, что когда программу по переходу к устойчивому развитию писали, там стали разговаривать, здоровье школы, да, для создания безопасной образовательной среды, кто отвечает за это? И мы увидели, что это находится между, да, не мое, и не твое, и не его, и не совсем то, и находится в некоторые какие-то зоны вообще так скажем, не туда и не сюда, да, в пространстве. И получается, что необходимо было создавать такого рода межведомственный механизм, где мы могли бы координировать усилия и в итоге повысить безопасность, потому что действительно безопасность – дело общее. Межведомственная рабочая группа отработала, но в рамках межведомственной рабочей группы, при ней, сами знаете, государственные органы, часто люди заняты, сильно писать у них своих дел полно, да. Была создана рабочая группа экспертная, куда Елена тоже вошла, и ряд других людей, в том числе из департамента госсанэпидстанции, из Министерства образования. И были проведены ряд встреч, и мы, собственно, и писали эти документы, то есть мы вносили изменения, сейчас я скажу чуть подробнее, да, куда. Мы привлекали также к работе Национальный институт стратегических исследований НИСИ, обсуждали с международными организациями, что они наработали в рамках их опыта, и обсуждали непосредственно с директорами школ. Пойдет, не пойдет, мало ли что мы нафантазировали, да, но надо было посмотреть, насколько это адекватно для директоров школ и на этом уровне. Сначала мы, замахнулись на то, что это будет такой увесистый, чуть ли не кодифицированный, да, документ, куда мы внесем все все аспекты безопасной образовательной среды. И мы такой создали документ. Но когда мы стали обсуждать его, в частности, с экспертами аппарата правительства, мы пришли к выводу, что нет, так не подойдет, и такого рода документ не пропустит через всю систему принятия нормативно-правовых актов, и что необходимо его раздробить на ряд документов существующих, да, и внести в них изменения. То есть, и мы, собственно, приняли этот подход. Сегодня есть эти нормативные правовые акты, куда мы вносим изменения. И в частности, об утверждении актов в области общественного здравоохранения, примерные типовые штаты, мы ушли от этой идеи, потому что нам сразу сказали, о чем Володя говорит, что нет, сюда, не дадут нам больше денег на врачей и психологов в образовательных организациях. Положение о Министерстве образования, положение о приемке ввода в эксплуатацию этих зданий и сооружений, потому что зачастую здания строятся и уже сразу с нарушениями, потому что есть разрыв между требованием санитарных норм и правил и строительных норм и правил. И мы пытаемся тоже привести это в некое соответствие. Разработка отдельно нормативно-правового акта по перевозке детей, организованной транспортными средствами, оказалось, что в стране его нет, да, как такового. И разработка инструкции о порядке применения требований, да, то есть как должно это происходить на уровне конкретной образовательной организации. Это мы предполагаем, что сейчас мы передали в Министерство образования, будет принято приказом Министерства образования.
Но базовые изменения касаются вот этого документа. Это 201 постановление. Ну вот, знаете, проще мы будем называть его СанПин. Да? Санитарные нормы и правила, то, что касается требований к школам и образовательным там другим учреждениям. Речь идет о том, значит, что мы увидели. Ну, мы увидели, что наружные туалеты ничем не регулируются. Ряд вещей, количество, содержание углекислого газа ничем не регулируется. Какое количество углекислого газа должно быть максимальным, да, вот безопасным. Вот этот риск вообще не видит система здравоохранения и образования. Ну и ряд других изменений, которые мы вносим. Ну вот приказ, да, что в приказе будет, какая структура. Это деятельность, как будет проведена деятельность на уровне общеобразовательной организации. Здесь речь идет о самооценке, как она будет организована, о том, кто за что будет отвечать. Вопросы психологической безопасности в приказ войдут, коллеги, вот поэтому нам очень важно было бы их обсудить, но не все. Потому что часть вопросов рамочных, да, и базовых будет входить в постановление правительства, в том числе, например, это постановление правительства о типовое положение в общеобразовательной организации, это положение в Министерстве образования и так далее. То есть ряд документов на уровне постановлений правительства будет отрегулировано. Но уже детали, как должна деятельность на уровне школ проводиться, оно будет в приказе. Информационная безопасность тоже точно так, по такой же логике, то есть часть в постановление ушла, а часть пойдет в приказ. Служба охраны и вот антитеррористическую мы вот только сюда интегрировали в этот момент. Ну, вот, если честно, большой и долгий путь мы прошли для того, чтобы это все согласовать, потому что, вы знаете, каждую статью, каждый нормативный документ, каждую норму и так далее мы долго-долго обсуждали, вот, ну, и, если честно, вот буквально не так давно мы договорились окончательно, да, что так, и то по паре пунктов не договорились, сказали, все пойдет вот так, дальше уже вычеркивайте, если что. Например, по 252 постановлению о приемке зданий сооружений в эксплуатацию не договорились с Санэпиднадзором, но тем не менее. Было проведено большое количество встреч, в том числе, обратите внимание, межведомственных. Это, ну, вы знаете, кто эти люди, да? Нет? Если нет, я назову. Это вот бывший заместитель министра здравоохранения Олег Вячеславович Горин, это существующий заместитель министра образования Надира Санташевна Джусубекова. Ну, она должна была открыть, но просто... Да, она должна была сегодня открыть, но в Джигурбеке ее вызвали. То есть вот обратите внимание, мы проводили встречи совместные Министерство образования и Министерство здравоохранения, потому что, ну, большинство вот базовых полувопросов между этими двумя ведомствами застревает и вот, собственно, происходит. Опять же, важный игрок – это Министерство финансов. Мы с ними работаем на уровне разработки совместно различных публикаций, в том числе руководств для образовательных организаций по закупкам. У вас будет презентация об этом, то есть как сделать закупки так, чтобы в школу не попадало ничего опасного. Да, вот об этом мы с Министерством финансов работаем по этому вопросу, потому что это их поле деятельности, прерогатива, финансы, закупки и так далее. Ну и вот тоже сегодня, да, дай бог, к вечеру будет презентация о вопросах аккредитации. Сейчас болезненный вопрос, сами знаете, многие, кто-то прошел, слава богу, кто-то еще на пути. Вот, но дело в том, что тоже была создана приказом Министерства образования рабочая группа по доработке норм аккредитации с точки зрения безопасности. И получается, что вот мы сейчас внесли изменения, дополнения в руководство по аккредитации, которое будет распространено для всех школ Кыргызской республики. И следующим шагом, вот мы уже подготовили с экспертной группой, это внесение изменений в постановление правительства о порядке проведения аккредитации и минимальных требованиях. Да? То есть, знаете, там два элемента, как проводить и на что смотреть. Вот, собственно, об этом мы разработали сейчас новую главу требований, да, и она так и называется. Требования в отношении безопасности образовательной среды. Вот. Ну вот тоже группа заседала, поработала, много чего сделала. Все детали у вас есть на диске в том числе, да, то есть само и положение об аккредитации, и внесение наших изменений. Ну вот
теперь непосредственно к содержанию. Да, чем же регулируются вопросы безопасности образовательной среды? Если честно, когда мы анализировали нормативно-правовую базу с Еленой и другими коллегами, мы увидели, что в принципе нормативно-правовая база довольно неплохой щит выстраивает в отношении того, как защитить детей. Да, есть нюансы, которые требуют уточнений, дополнений, расширений где-то, да, но в целом мы имеем неплохую базу, которую нам нужно в первую очередь понять, да, осмыслить, знаете, при этом незнание закона не освобождает от ответственности, да, поэтому нам нужно всегда про это знать, да, какие именно у нас нормативы есть и к чему мы должны стремиться. Я приведу просто несколько примеров базовых, да. Кодекс у нас есть о детях, который в 9 статье, он очень детально, хорошо прописывается, но я только 9 статью приведу, что условия, да, проживания, обучения, содержания и так далее, воспитания детей в детских учреждениях и организациях, то есть это наши школы с вами непосредственно, должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. И обратите внимание, за нарушение которых руководители детских учреждений и организаций и органы местного самоуправления несут ответственность. Да? То есть предусмотрена ответственность. И здесь очень четко предписывает нам кодекс о том, что есть требования, планка безопасности. Это должно быть соблюдено, если не соблюдено, будет ответственность. Да? Вариантов нет. И причем очень четко указано, какие именно санитарно-эпидемиологические требования. Это Санпин. Дальше идем к кодексу административной ответственности, раз уж мы заговорили с вами об ответственности. Какая ответственность предусмотрена? Приведу пример только 2 статьи. 65-я – это несоблюдение требований по обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью. Да? То есть предупредительный характер. Если таких предупредительных действий нет, то, соответственно, ряд санкций в отношении этих лиц осуществляется. То есть, например, от 3 до 5 на граждан, на должностных от 5 до 50 и так далее. Если повторяется, то, соответственно, больше. Нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических. Прям отдельная статья в административном кодексе, которая говорит, что за это предусмотрена ответственность. И она точно так же влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 до 50 расчетных показателей и так далее. То есть ответственность у нас очень четко прописана, да, в отношении чего, как и так далее. Что же такое, мы несколько раз говорили, санитарно-эпидемиологические требования, санпины, да? Что же это такое? Здесь перечень тех вопросов, которые регулируются в санитарных нормах и правилах. Размещение, территория, здание, оборудование, воздушно-тепловой режим, естественно-искусственное освещение, канализация, водоснабжение, помещения и приспособленные здания, режим процесса. Режим тоже очень важен, потому что даже составление расписания, и психологи очень хорошо это понимают, очень значимо для того, чтобы не допустить, да, переутомления, перегрузок, не допустить нарушения здоровья. Да? Организация медицинского обслуживания, в том числе санитарное состояние и питание. Да? То есть довольно увесистый перечень, да, того, что требуется, требований и так далее. Кто же за это отвечает? И здесь целая большущая дискуссия у нас в стране происходит и на уровне школ, и везде. Да? Но мы буквально такая иллюстрация, да, что первое, что мы должны понимать, что само здание, как физическое, да, здание, как имущество, оно принадлежит учредителю общеобразовательной организации. Кто есть учредитель, написано в уставе общеобразовательной организации. У каждой образовательной организации, у каждой школы есть устав, где прописано, кто есть учредитель. Да? И учредитель, что же он в данном большинстве случаев, конечно, бывают частные и так далее, много разных есть вариаций, но в Кыргызстане в большинстве случаев учредителем общеобразовательной организации выступают органы местного самоуправления. То есть это исполнительный орган, айлук-менту в большинстве случаев, или исполнительный орган, мэрия, да?
Мэрия, айлок метро. Что же они должны делать? Да, смотрим мы по закону об образовании, о местном самоуправлении. Развитие сети образовательных организаций, получение прав граждан, обеспечение прав граждан на получение образования. Осуществление хозяйственного обслуживания. Финансирование подведомственных общеобразовательных организаций. Организация подвоза детей в общеобразовательные организации и обратно, домой. И вот директор школы. Директору школы школа передана в оперативное управление этим зданием. То есть не собственник, но оперативно управляет. Что должен делать директор? Он несет ответственность и обеспечивает учет, сохранность материально-технической базы. Требования техники безопасности, санитарно-гигиенического режима и охраны труда. Директор общеобразовательной организации. И обратите внимание, здесь вот норма неумолима, да, она очень четко говорит, что несет персональную, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за противопожарную безопасность. То есть противопожарка очень четко, да, звучит, хорошо поставлено. Правила противопожарной безопасности у нас вот такие, с деталями всеми прописанные. Вот. Но, да, это второй вопрос, да. И мы понимаем, что нормативно закреплено так, что одна рука без другой ничего не сделает. Что необходимо для того, чтобы все-таки повысить безопасность и обустроить взаимодействие как минимум вот этих двух субъектов. Я не говорю про санэпиднадзор, да, про Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности там, и так далее, но они в данном случае больше там, надзором занимаются, да, контролем. Но вот эти вот базовые игроки – это те, кто должен обеспечить безопасность. Бывает часто, что перекидывает один на другого, да? Бывает часто, что все сбрасывают на одного директора школы, говорят, вот ты за все от и до и отвечаешь. Ну, к сожалению, такая практика в нашей стране есть, когда говорит, нет у тебя там воды в здании, вот штраф выписывают моим директором. И часто этим, кстати, грешат и сами санэпидслужбы, которые не разбираются в деталях этого вопроса, а выписывают штрафные санкции в отношении административные взыскания в отношении директора. Хотя директор может это оспорить в связи с тем, что учредителем являются органы местного самоуправления. Да, и какие-то и полномочия разделены. Да, не всегда четко. Да, есть сложности в том, как это разграничивать, может быть, в каких-то нюансировках. Коллеги, есть ли вопросы по этому блоку? Если нет, я предлагаю нам сделать сейчас маленькое упражнение вместе. Оно заключается в том, чтобы проанализировать один известный нам всеми мультфильм. Эпизод из мультфильма. Даже эпизод. Проанализировать с точки зрения вот тех нормативных требований, да, функций и так далее. Кто прав, кто виноват, как вообще с этим быть, да? Что делать? И есть ли нарушения, да, опять же, то есть сейчас попытайтесь посмотреть глазами, через призму юристов, да, представим себе, что мы здесь вот все юристы. Я вот здесь вот отдельно хотела представить, что у нас сегодня на сессии присутствует практикующий адвокат, вот Елена Гаврилова, которая там вот, я ее умоляю, чтобы она не убежала на заседание суда, посидела с нами еще какое-то время и тоже дала свои комментарии, и я думаю, что так дискуссия будет интереснее у нас. Вот, давайте тогда мы посмотрим этот отрывок и поговорим, но вы сразу смотрите и анализируйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Могу я поговорить с директором школы? Здравствуйте. Я директор. Вера, я заведую живым уголком, а это черепаха и ворона. Я к вам чебурашку привел, чтобы вы научили его читать. И писать. Да, и писать, конечно, тоже. Ничему мы научить его не можем. У нас ремонт. Как это так, ремонт? Завтра же 1 сентября. Дети учиться должны. А вдруг кто-нибудь пришлет им телеграмму? Вот именно.
Ремонт. Ремонт. Лариска, вперед! Сейчас они у меня попрыгают. Лентяи, безобразники! Чтобы немедленно все закончили. Есть! Порядок. Сейчас все будет готово. Там за ними Лариска присматривает. Это хорошо. Но у нас нет учителей по живой природе и труду. Я буду учителем по живой природе. А я буду педагогом по труду. Я научу ребят делать рогатки и управлять всеми видами транспорта. И самолетом. И самолетом. Если я его добуду. Ну, коллеги, давайте попробуем проанализировать, что же мы видели, да. Разобрать. Нарушение сроков. То есть, а чьи, что нарушено, да? Прием учителя с улицы. Прием учителя с улицы, да. Ну что помним, да? У всех свое актуальное. И причем, давайте хорошо, раз мы начали про прием учителя, учитель уже озвучивает свою программу, да? Она озвучила же программу? Ну да. Ну, с чем она противоречит, эта программа? С нормами чего? Этики. Базового, учебного плана. Конечно, как минимум, да? То есть это Техника безопасности. базовый учебный план, техника безопасности, я научу делать рогатки, да? Рогатки и водить любой вид транспорта. Да, техника безопасности. Это еще. Возрастные. Ну, а потом обратите внимание, вот когда мы говорим по поводу компетентностного подхода, да? Вот каким компетенциям заявляет учитель, что она будет учить? Ну, нет, в принципе, освоение, вождение любого вида транспорта – это нормально. Ну, а почему нет? Я бы с удовольствием хотела водить любой вид транспорта. Но в рамках действительно базового учебного плана, базовый учебный план не предусматривает такого рода компетенции. Да. А в нашей школе профильное обучение есть. Если профильное, то да. Тут там есть, поэтому она пришла, наверное. Да. Так нет, учиться читать, писать пришел. Да, другой вопрос. Начальная школа, видимо. Но вот это важный момент, что если профильное обучение, то тогда процедура отбора учителей, да, но содержание, видите, на какой предмет ее брали? Начальный класс там есть. Ее берут на предмет труда, да, то есть мы уже, поэтому мы и говорим, трудовое обучение в рамках базового, Технология. то есть, ну да, если мы современные технологии уже говорим. Обучать детей до всех видов Да, транспорта. Если да будет. Хорошо. Значит, прием учителя, процедура, да? Вы проблематизируете. Хорошо, еще какие вопросы у нас? Вот что нарушено было, на ваш Вот взгляд? права ребенка, они же 1 сентября. Совершенно уже. верно. Должны Это Они даже были сидеть конституционно. за партами, так они только идут. Еще закрыто. Права ребенка на что? Такого поставили, На доступ к образованию, да? Мгм. Хорошо. Еще. Что еще было нарушено? Сроки сдачи эксплуатации Сроки здания. сдачи. Да, Сроки сдачи готовности, да, Готовности, в школе, да. к учебному году. Сроки сдачи. Обратите внимание, если вот, допустим, по нашей аналогии, если 31 августа, и мы вот видим вот эту ситуацию, то что уже до 31 августа должно было пройти и закончить свою работу? Прием школ к учебному году. Соответственно, комиссия должна была уже работать. Ну вот, соответственно, мы здесь говорим неадекватная работа комиссии, да, по приемке к учебному году. Да?
Тем более Директор 31 такой августа все беспомощный, на праздники. заметьте, он не может руководить этой строительной бригадой никаким образом, он сидит и страдает на... Лидер точно. Да. Он в тендере не Да, участвовал, он, видимо, не и он участвовал. заказчик. Не участвовал в Никакого тендере. отношения То есть зачастую. органам А самоуправления не есть ли у учителя, ой, у директора вообще возможность влиять на подрядчика? Ну, если он И какие? является... Заказчиком. Нет, оперативное управление, если под его влиянием, да, находится, ну, значит, каким-то образом он должен с ними заключать договор. А в тендере, у нас же по тендеру бригаду А, у нанимает. вас по тендеру. Это везде? Не, везде. Везде, да. По тендеру. А вот здесь Кто есть тендер два пути, проводит? коллеги. Да, давайте вспомним, как это происходит у нас. С одной стороны, действительно команда, бригада ищется по тендеру. И это тогда происходит на уровне района. Гороно, Органы да. местного самоуправления. Органов местного самоуправления. Да, тендер? Военно только учебно-воспитательным процессом. Значит, руководит. органы местного А здесь самоуправления. МСУ виноват. Отлично. Нет, районо вот сейчас же самостоятельно работают директоры. По душе у нас же нормативное финансирование. Так что все власти, в общем, весь флаг в руках директоров школы, если так взять. Да. И У плюс нас, тендера само вы проверяет. совершенно правильно говорите, что у нас школы разные. У кого где-то введено, да, да. Где-то введено нормативное, где-то введено подушевое, и там действительно директор обладает большей властью, да? То есть там директор бы как себя вел? Он бы стал лидером, там, окажется, пенсионер возраста моего. Никуда не годится. Мне показалось, что он вполне свежа еще. Ремонт полностью надо было сделать. Пойти в МСУ, сделать это все. Когда это еще было? В конце этого мая, все, он должен был об этом подумать. Где-то 15 июля мы должны были закончить ремонт, закрыть хорошо везде, обветрить, закрыть и все. Короче, чтобы школа была готова. Да, то есть роль директора, во-первых, она разная от школы к школе в финансовых, например, вопросах, но она может быть гораздо более серьезной, чем та, которую показали здесь в мультфильме, потому что он просто сидит на скамеечке, на ступенечках. Он совершенно не лидер, да, в данном случае. Хорошо. А то, что касается, если ремонтную бригаду, да, и если средства на ремонт выделяются родителями. Ну вот бывает у нас, да, так часто, что, да, то тогда каким образом это происходит? Директор и глава родительского комитета. То тогда Попечительский совет, да? Хорошо. Попечительский совет. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим роль Шапокляк. Ну вот она пришла. Значит, смотрите, давайте рассмотрим роль Шапокляк. Вот Шапокляк пришла. И она говорит, ремонт? Да сейчас, без проблем. Да, без проблем. Да. Госэкотехинспекция. Ну вот, я боюсь, что у госэкотехинспекции нет таких полномочий, чтобы пришли и сказали, и тут же поговорил с подрядчиком, сказал, ну-ка быстро. Санэпидстанция. Санэпидстанция? С крысами причем. Нет. С крысами. Ревизор. Это родители. Специалист районов, который куратор. Специалист районов, который кураторствует, конечно. Но в данном случае нарушение было в том, что когда человек совершенно посторонний, да, с улицы пришел и сказал, я тут быстро вам с ремонтом справлюсь, да? То есть вне любых процедур. А если она приходит, а у крыски-то блохи, например, всяко бывает, и все, и получается, или там еще что-нибудь. И что там происходит в школе, Бог его знает, да? То есть, соответственно, вот это вот, кто имеет возможность и право входить, да, в ситуации ремонтов, в ситуации выбора поставщиков, работы с поставщиками и так далее, вот тут вот это было нарушение. Да? Заметили? Крыса еще была в сумке, она из сумки. Крыса еще и в сумке носят не там, где надо. Хорошо. Еще какие-то есть комментарии по тому ролику, который мы сейчас увидели? То, что главное, что школа Несмотря быстро на ремонт риск, закончится. несмотря на риск, положительно сыграла роль.
Еще школа у дороги прям находится, а озеленения нет. Заметили, да? Ни одного дерева. И ограждения нету. То есть дети выбегают, забегают, да, совершенно вот вне каких бы то ни было. Да. Плюсы, наверное, подразумевает многих других, которые действительно не должны быть в школе, но туда может заходить. Ну вот тоже, да, вопросы, как можно... Живой уголок. Да, вот я Да. С черепахой. То есть Ворона. ворона. плюс то, что дополнительная кружковая работа все-таки в школе ведется, да, это плюс. Неважно, на каком уровне, да, что там ворона и будет крокодил все это вести. Ну какая есть, да, но кружковая работа тоже есть. Светлана Васильевна, вы хотели сюда что-то сказать? Нет? Да. Хорошо, коллеги, теперь Школу могут принять на Сейчас. чебурашек. принимать... Инклюзия, простите. Инклюзия это нормально как раз, что да, что чебурашку можно принять. Да. Другой вопрос, что заметили, пандуса-то не было. То есть инклюзия, в чем-то она инклюзия, а в чем-то нет инклюзии, да? Хорошо, спасибо. Еще какие-то комментарии? Директор должен быть полевым. Очень много действительно связано с местом позиции директора. Да? До тех пор, пока директор все эти ниточки у себя в руках не держит, мы будем получать ситуацию вот, нарушения прав, в том числе на безопасную образовательную среду. Да? Даже если есть деньги. В данном случае деньги на ремонт вы видели, да, были выделены, то есть ремонтные работы ведутся. Правильно же? Ну, что-то делается, да? Ну, Потом директор не выбирал, кто будет преподавать, а те вызывались и сами себя Да. уже устроили. то есть процесс приема учителя, требования к учителю. А если Шапокляк будет их лупить? А она будет. А она будет. И мы же практически уверены в этом, да? Ну, то есть Дальше и дорожить. То порядок в школе Самострелы будет. потом какие-то. вот про порядок где-то в чем-то будет, где-то в чем-то не знаю. Она была в школьной форме. Да, я тоже. Школьная форма. Детство должно быть детство. Хорошо. Коллеги, ну на этом давайте мы завершим дискуссию, да, по этому поводу. Мы уже сделали первый вброс для того, чтобы подумать, да, вот мы видим картинку, мы видим ситуацию, и мы пытаемся посмотреть, да, оценить и посмотреть на нее более глубоко.